Сообщение о том, что узбекская молодежь Кыргызстана все больше отдаляется от светского образования и вовлекается в экстремизм, вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые связывают это с религиозными вопросами, другие – с проблемами в сфере образования. Есть мнение о том, что это последствия слабой политики государства по укреплению межнационального диалога после событий 2010 года. Qo'rqqaningda Alloh deslar. Chunki Alloh taolo aytadiki, qo'rqqaninglarda faqat meni esinglar deydi. Shayton qo'rqitishga harakat qiladi, lekin shaytondan bo'lmayman. Shu yergacha. Осенью 2015 года 21-летний кыргызстанец Бабур Исраилов подорвал себя в сирийском городе Фуа. В интернете все еще можно увидеть видео, на котором молодой парень из Сузакского района плачет перед совершением самоподрыва. Позже имена кыргызстанцев фигурировали в числе участников или организаторов ряда террористических актов в России и Европе. 23-летний житель города Ош Бахрам Рахман призывает ровесников получать светское образование. В своем мини-блоге он пишет о последствиях приверженности к радикализму. Кроме того, он занимается своей любимой профессией – журналистикой на одном из телеканалов. Бахрам не скрывает, что в свое время он был последователем одного из течений и даже интересовался поездкой в Сирию. Интерес к таким группам появился после просмотра видеороликов в социальных сетях. В 2014 году вопрос по Сирии был очень актуальным. Тогда такие организации, как Свободная армия Сирии, Джабхат аль-Нусра, боролись против режима Асада. Тогда такие организации, как Свободная армия Сирии, Джабхат аль-Нусра, боролись против режима Асада. В интернете были книги. Я скачивал книги Мухаммеда ибн Абдулла Вахаба и читал. Интересовался и изучал мазхаб салафитов. Почему вернулся? Многие, едущие в Сирию, тогда не знали о том, что они встают на путь терроризма. Даже в Великобритании была создана группа, которая отправилась на помощь Свободной армии Сирии. Главной целью было свергнуть режим Башара Асада. Наверное, уехавшие даже не думали о создании исламского государства. К примеру, я тоже задумывался о поездке. Потом появилась группа исламского государства. С другой стороны, была организация Джабхат аль-Нусра. Ответвление Аль-Каиды, группа Джабхат аль-Нусра воевала с боевиками исламского государства. Люди из разных стран, которые отправились помогать мусульманам, разделились на два фронта и стали воевать друг с другом. Представители двух групп уехали туда в поисках рая, однако теперь они воюют друг с другом. Это продолжается и сейчас. Здесь я увидел ситуацию, проанализировал и понял, что это не мой путь, поэтому отказался от этой мысли. В воспитании детей и светском образовании есть определенные проблемы. В программы Медресе Ошской и Джалалабадской областей мы ввели светское образование. Детей начали обучать компьютерной грамотности и английскому языку. Кроме того, они обучаются профессиям поваров и сварщиков. Государственная комиссия по делам религии проводит мониторинг качества образования, того, как проводятся уроки, проверяется профессиональный уровень преподавателей. Стоит вопрос о повышении их квалификации. В 56 школах в рамках пилотного проекта был введен предмет истории религиозной культуры. В 2018-2019 учебном году этот предмет будет внедрен во всех школах страны. Детям будут давать общие понятия о религии. С января этого года во всех школах Кыргызстана, в городах Бишкеке и Аше мы провели лекции по разъяснению опасной сути радикализма и экстремизма. Многие родители решили обучать детей русскому языку, но поскольку дети начали учить кыргызский и узбекский, учителей стало не хватать. Обучавшие детей на узбекском языке учителя не могут преподавать на кыргызском или русском.
Для решения этого вопроса мы написали проект в госагентство, чтобы обучить самих учителей. Все проанализировали ситуацию как Бахрам. Некоторые считают правильными действия боевиков в Сирии и думают, что таким образом они выполняют священный долг. По мнению Бахрама, такое происходит из-за того, что не обращается внимания получению образования. Он переживает, что родители отдаляют детей от светского образования, отдают обучать религии, при этом не знают, кто учит их детей и в каком направлении. Да, мы работаем как с кыргызской молодежью, так и с узбекской молодежью, и мы делаем анализ, так как подход работы к кыргызской молодежи и узбекской молодежи он очень отличается. Узбекская молодежь, это вот особенно наблюдается тенденция после июньских событий, после 2010 года, когда вот после событий усилился вот этот вот очень сильно бытовой национализм, узбекские сообщества, они очень сильно закрылись. И молодежь, она тоже очень сильно закрылась в своих сообществах. Эта молодежь, она очень пассивная, очень закрытая, да? У нее как бы не вырабатывается вот это вот, нет активной гражданской позиции, да? И это связано, на это влияет очень много факторов, и один, наверное, из таких основных факторов это языковой барьер, с которым узбекская молодежь сегодня сталкивается. То есть у нас есть узбекские школы, да? В каких-то случаях эти узбекские школы постепенно сейчас закрываются и делают из них кыргызские школы. Но в любом случае молодой человек, который учится или учился в узбекской школе, он сталкивается с очень большими проблемами. Ограничение, во-первых, доступа образования, доступа информации, потому что основная информация у нас идет на государственном языке и на официальном языке. Да? Молодой человек, который очень долгое время получал образование на узбекском языке, именно он владеет литературным узбекским языком, ему очень сложно воспринять информацию, которая на литературно-кыргызском или литературно-русском языке. Да? И здесь это очень сильно отражается на их активном участии в каких-то общественных процессах, да, на каких-то мероприятиях, которые организовываются для молодежи. Специалисты знают многих подростков, которые из-за некачественного образования в школе не смогли набрать достаточно баллов для поступления в университет. Допустим, если мы будем брать доступ даже к высшему образованию, да, когда участники сдают тесты на кыргызском языке или на русском языке, то участники, которые получают образование на узбекском языке, им очень сложно, потому что сама вот была свидетелем, когда мы разговаривали, делали анализ, когда ребята выбирали, не знали, какой язык выбрать, некоторые из них выбирают русский язык, да, чтобы сдать тесты, некоторые из них выбирают кыргызский, и в итоге они не понимают вопросов этих тестов, и они не набирают баллы, да, и их возможность поступить в высшее учебное заведение, она намного снижается. И больше как бы у молодежи появляется вот эта вот потребность развиваться, и они больше получают религиозное образование, да, и религиозное образование является для них очень большой ценностью, да. Мы говорили об интересе к религиозному образованию и отдалению от светского образования. Однако, как обеспечить безопасность религиозного образования? Какого мнения по этому поводу религиозные деятели? Религия никогда не призывает к любого рода бесчинствам. Здесь нужно учитывать социальные, политические и экономические проблемы. Жизнь полна различных трудных ситуаций, и попавшие в сложные обстоятельства люди ищут лучшей жизни в других местах, присоединяются к экстремистским группам. Распространение религии в обществе не приводит к радикализму. Религия ведет только к хорошему. Ota-onalarga ham umuman barcha yoshlarimizga bir aytadigan narsamiz bor.
Человек должен обучаться тому, что ему необходимо в жизни. Это самое главное правило. Если необходимо какое-то знание, то нужно учиться и развиваться. В каждой области должны быть знающие специалисты. Об этом должны постоянно говорить религиозные деятели. Некоторые семьи выбирают только религию, препятствуя детям в получении светского образования. Давайте посмотрим на историю Центральной Азии. Очень много научных открытий было сделано в этом регионе. Они были широко известны. Ибн Сина известен трудами в медицине, в математике и астрономии, Бируни и Хорезми. Таких мыслителей и ученых можно насчитать много. В их время религия очень быстро и широко распространялась. При этом они получали светское образование и делали открытия. Кроме них в Центральной Азии жили известные религиозные деятели. Получается, они чувствовали необходимость в изучении различных наук. Сейчас неграмотность людей можно объяснить нежеланием получать образование. Бахрам сегодня хочет сотрудничать с властями для того, чтобы глубже интегрировать молодежь в общество. Самое главное, необходимо учиться. Мы живем один раз, и надо эту жизнь прожить хорошо. Общественный деятель, просветитель Абдурауф Фитрат 100 лет назад сказал, что наши люди могут просто жить, уповая на Бога. Он говорил, что наши не хотят получать образование. Во Франции ученые создают самолеты и поезда, а наши не интересуются наукой. Слово этого человека актуально и сегодня.